К оперативным данным по эпидобстановке за сутки в Коми еще 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровело при этом всего 2 пациента. Таким образом, количество заболевших уверенно растет. На выходных общее число заражений перевалило за 12 тысяч. Эту и другие новости в телеобращении к жителям накануне затронул и Владимир Уйба. Почти 48 миллионов рублей из резервного фонда республики выделено на обновление медицинского оборудования больниц Воркуты. Во время моих поездок в заполярный город жители неоднократно обращались с такой просьбой. До конца года медорганизации получат 13 единиц нового оборудования. Солидное обновление ждет Воркутинскую больницу скорой помощи. И это важно, поскольку медтехника будет задействована для лечения больных коронавирусом. В частности, сюда поступит передвижной рентгенаппарат. Городской роддом получит аппарат ИВЛ и систему УЗИ экспертного класса, а инфекционная больница – передвижной рентгенаппарат. Сегодня мы отмечаем День отца в Республике Коми. Мне, как отцу, приятно, что в нашем календаре есть такой день, подчеркивающий роль отца в семье и в воспитании детей. Я желаю всем отцам республики быть мудрыми наставниками и лучшими друзьями своим детям, надежной опорой семьи. Вырастить ребенка, быть ответственным родителем непросто, поэтому мы помогаем нашим семьям, в том числе и через различные меры государственной поддержки. Так, например, почти 2000 семей республики с невысокими доходами получают ежемесячную выплату при рождении третьего и последующего ребенка. Размер выплаты зависит от природно-климатической зоны, в которой проживает семья. В северных районах республики многодетные семьи получают более 17 тысяч рублей, в южных – почти 13,5 тысяч рублей. За 9 месяцев этого года из бюджета на эти цели выделено почти 254 миллиона рублей. Обратиться за начислением выплаты можно несколькими способами, в том числе и дистанционно, через портал госуслуг. И в завершении еще об одном празднике. Сегодня День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Современную жизнь сложно представить без автомобиля. Это и средства передвижения, и доставка грузов. А от профессионализма и ответственности пассажирского транспорта, водителей, кондукторов, диспетчеров, автомехаников зависит безопасность и комфорт людей. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем, кто связан с автотранспортом, крепкого здоровья и безопасных дорог. Кстати, отчасти это и мой праздник тоже. У меня открыто очень много категорий, в том числе на вождение автобуса, грузового автотранспорта, мотоцикла, легкового автотранспорта. И самое главное, я уверенно управляю всеми перечисленными видами автотранспорта. И по жизни это бывает востребовано.